Этого события жители селения Феогдон ждали 50 лет. Именно столько времени прошло со дня строительства Дома культуры. С тех пор его никогда не ремонтировали. И вот спустя полвека в обветшалое здание вдохнули новую жизнь. Заниматься творчеством в комфортных условиях теперь будут не только дети, но и взрослые. На торжественном открытии побывала моя коллега Генриетта Албегова. Это здание теперь выделяется среди остальных. Изображение национального танца прямо на стене символизирует происходящее внутри. Обновленный Дом культуры в Верхнем Феогдоне ждали давно, поэтому на торжественное открытие собрались практически все жители села. Отремонтированные светлые помещения, библиотека, большой зал и новая сцена. Сегодня здесь даже выступают с большим удовольствием. Дети вспоминают, еще недавно танцевали на сцене, которая практически проваливалась под ногами. Там были гвозди, мы спотыкались, и нам было не очень удобно там танцевать. А сейчас там хорошо танцуют, нормально, ноги нормально поднимаем. Осетинские танцы, игра на национальных инструментах и много других кружков. Не только дети, но и взрослые смогут проявлять здесь свои таланты. Первые шаги на этой сцене они уже сделали. Впереди покорение новых вершин. Сейчас пока эти полки пустые, но у руководства Дома культуры большие планы. Совсем скоро на этом стенде появятся достижения творческих коллективов. Здание построили 50 лет назад. За все это время такого капитального ремонта не проводили. Благодаря федеральной программе это удалось сделать. Республика планирует дальше продолжать эту работу. В 2018-м Северная Осетия получила миллиарды рублей, которые потратит на 7 объектов. 3 детских сада мы планируем. Селение Ир пригородного района, селение Дачное пригородного района и город Моздок. Помимо этого, очень 2 актуальных объекта. Это строительство амбулатории в селении Сужа пригородного района и селении Тарская. Помимо этого мы планируем завершить такой важный объект, как поликлиника на 850 посещений в Моздокском районе. Плюс 7-й объект – это реконструкция Ордонской центральной районной больницы. Кроме того, в Северной Осетии уже определили около 50 объектов образования, культуры и здравоохранения, которые будут построены в республике до 2025 года. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии.